Это самая настоящая обдираловка. Было 804 рубля, а сейчас стало 970. Михаил Ломов, мягко говоря, недоумевает. Сумма в январской квитанции почти на 200 рублей выше. Почему, пенсионеру непонятно. 959. А написано, что сняли ОДН, не включили. А почему увеличил? На какое содержание общего имущества? Что за общее имущество? Я не понимаю. С 1 января оплата за ОДН из коммунальных перешла в разряд жилищных услуг. Сумма заложена в строке содержания жилого помещения. И у многих она выросла не только на 200, а даже на 400 и 500 рублей. А те дома, что находятся на обслуживании ТСЖ, вместо привычных 10 или 30 рублей, начали платить за ОДН в 5 раз больше. Жалоб не одна, не 10 и даже не 100. Всего неделю назад татарстанцы начали получать новые счет-фактуры за январь без графы ОДН. А в региональный центр общественного контроля в сфере услуг ЖКХ не перестают приходить и просить о помощи. 250 обращений было уже. И все они обоснованные, говорит Дмитрий Романов. Изучив квитанции, он заметил, расчеты ОДН были сделаны неправильно. В ряде случаев управляющие организации компании, ТСЖ или ЖСК, проводя расчет, не все соблюдали правильную форму расчета. Да. Не изучили документ, отсюда и арифметические ошибки. Так объяснил многочисленные жалобы татарстанцев глава Минстроя на совещании в Доме правительства. Там, где произошло превышение, значит, неправильно прочитали, документ, который выпустил тарифный комитет. Значит, при расчете за электроэнергию не применяются площади подвалов и чердаков. Президент, услышав о проблеме, поручил сделать перерасчет. Я уверен, что в основном это недопонимание или какие-то арифметические ошибки или какие-то другие моменты. Я персонально обращаюсь к вам, уважаемые главы муниципалитета. Обратите внимание, чтобы вам сразу докладывали, где идет какое превышение, чтобы сразу можно было отреагировать. За разъяснениями нужно обращаться в управляющую компанию или единый расчетный центр. Адель Ламис, Данил Филатов, ТНВ, Казань.